Всем привет! С вами Люда Ельминских и честный разговор про удмуртов. Сегодня мы находимся в Удмуртском национальном театре. И мы здесь неспроста. Актеры театра, ребята, команда, они сняли тизер на фильм «Ограбление по-удмуртски». И я верю, что полному метру в нашей республике быть. Если вам интересно, о чем будет этот фильм, смотрите наш выпуск. Все секреты об актерах и о том, какие роли они играют в этом фильме. Оператор, снимай корос. Так рисовал. Земос. Одик полки не видел. Земос одик дубль. С одного дубля ванды снимай. Лет через 10 уже. А сок какие-то части заложилось. Тюрьма. Наш уже побег из тюрьмы по Удмуртски. Побег из шоу-жанра. Шальтрамов. Ну что, ребят, мне вообще-то нравится, как вы сидите тут и мечтаете. Ваша гримерка – это ваши, видимо, какие-то тут, не знаю, мечты, которые в дальнейшем обязательно должны воплотиться. Я смотрю, каждый раз, приходя в гости к каким-то из своих, не знаю, персонажей, героев, у каждого своя атмосфера. Я смотрю, у вас тут так прямо вот все, и диванчик есть, где вы отдыхаете, наверное, да? Это после... Все ради творчества. Все ради творчества. Кофе тоже ради творчества. И самое главное, творческий беспорядок тоже ради творчества. Ну, я сегодня пришла к вам с большой такой, не знаю, от всей души, что ли, посмотрела ваш тизер. Он, конечно, заинтересовал, безусловно. Я верю, что у нас в Удмуртии есть дорога к полнометражному фильму. Это же про вас? Да, про нас. Вот об этом, обо всем, как вы это делаете, что стоит за этим. Я надеюсь, что вы сегодня на все вопросы ответите честно, и пару каверзных вопросов от меня обязательно будут, и тоже честный ответ. Ну, мы постараемся. Сделаем. Ну что, мы сегодня в гостях у вас в Удмуртском национальном театре. Просто замечательные, классные ребята, актеры. Мне кажется, я прям, как говорят, в малине сижу. Но тут, что нужно сказать, когда сидишь среди красивых, молодых мужчин? Но вообще-то история сегодня не про это. История сегодня не про это, хотя тоже про вас, но главное, что бы я сегодня хотела от вас услышать и узнать, кроме того, что мы лицезреем за вами вот на этой сцене, то, что шокировало удмуртское все население, общество, Удмуртию, когда вы громко заявили еще осенью 2021 года, верно? О том, что вы снимаете фильм, полнометражный фильм «Ограбление по-удмуртски». Тизер мы уже видели, обязательно кусочек вставим. Джеч Бурыч Гуртос. Олегес, полиция, вы из ориентировка. Главное, из самого начала, что хочется спросить, кому пришла идея, и я знаю, что если это была какая-то постановка, которую хотели поставить, да, как театральная, потом она переродилась во что-то похожее уже с идеей, что нужно это переродить в фильм. Кто написал? Знаю, что это какая-то совместная работа. Откуда вообще идея? Сначала пока как постановка. Откуда идея именно ограбление по-удмуртски? Давай, Макс, сначала что было до? Что было до? До этого был спектакль по рассказам Шукшина, как старые добрые времена. И у нас там тоже мужской коллектив и одна девушка. И эта девушка... Во всей, одна девушка была. Да. Ага. Она вышла в декрет, и наша работа встала. И мы думаем, так, что делать? Нам надо как-то дальше работать, потому что мы ездили как раз с этим спектаклем по деревням, несли культуру в массы. И мы решили, надо что-то другое делать, что-то ставить такое,
чтобы не опираться на девушек, потому что девушки очень у нас Нет, а заменить? Заменить нельзя было? нельзя было заменить. Да, понятно. Нужен только мужской коллектив, и мы решили писать пьесу сами. И в ходе беседы выяснили, что нам нужна музыкальная комедия. И вот стали собираться, нашли единственное время по утрам, в 7 утра, я помню, в 7 утра мы приезжали в театр, сонные И начинали творить. заводиться. Нет, это была история про то, что ну кто начал, типа, давайте сделаем, а давайте напишем. Все. Потому что мы каждый день встречаемся в театре, все равно какие-то идут разговоры, шутки, прибаутки. И тут, мне кажется, вот почему именно затронули эту тему, потому что мы знали то, что, возможно, вот ограбление в стиле вот таком американском, итальянском, на этой сцене нам никогда не предстоит сыграть. И типа, а давайте мы вот это вот сыграем сами, то есть сами напишем, сами сыграем. Мне кажется, вот это Да, и декорации хорошая идея. предполагались быть очень такими легкими, мобильными, чтобы было можно легко собрать, разобрать, приехать в любую точку и отыграть спектакль. И мы уже, Роман вот написал музыку к спектаклю, Алексей написал Писали стихи. почти под каждого персонажа. Это в стихотворной, что ли, было форма? Ну, это Нет. как песни. Песни-то в стихотворной форме. У каждого Да, то есть- персонажа своя песня получается. Да. Но вы замахнули. Да. Это мы все уже написали, сделали, записали песни, стали репетировать, потом понимаем, что у нас что-то не идет. Давай снова дорабатывать сценарий, потом опять репетировать. А потом- почему не идет? А почему? Потому что каждый сам себе режиссер, надо так. Да, потому что у нас Потому не что было демократия. не было режиссера, у нас демократия, и каждый вставляет свои 5 копеек. Было И очень да, много споров. действительно, как бы этого послушаешь, да, действительно, Да. что-то. Давай так попробуем. Давайте так. А потом. То есть вот вы всей командой, каждый написали вместе и пытались репетировать, не было одного главного, который говорит, так, ты будешь здесь, ты будешь, такого да, не не было. было. Была- Например, вот Делаем так и точка. Не было например, такого. там у нас есть 2 персонажа, это, например, профессиональные бандиты. Мы, например, на сцене, все остальные ребята сидят в зале и смотрят, как мы правильно, неправильно, интересно и интересно, и как бы подкидывают. И вот так шел наш процесс. И то у нас как-то, он так у нас периодически шел пластами, я не помню по годам, но года 3 Мы только писали сценарий. Только сценарий. нас ушло на это. Переписывали, ну, Да, то есть это все так, как мы легко рассказываем, что так тык-тык-тык, вроде ну как да. за полмесяца. Нет, это у нас растянулось на года. Ладно, конфликты были? Конечно, как бы. Как? Мы там морду били друг другу. самое первое, это надо утром вставать рано, это надо. То есть вы дисциплинированно ходили на репетиции к 7, то есть рабочий день еще как бы Не вы не должны быть Актерский здесь, еще, да, не но вы начинался. как творческие люди, готовые подарить массам что-то интересное, ну вы, конечно, молодцы. А я считаю то, что не, ну то есть спектакль встал не из-за того, то, что мы все были режиссерами, потому что так как показывает практика, мы уже до этого ставили вот, по рассказам Шукшина, то есть мы работали так же, то есть в этом же ключе, кто на сцене актер, кто за сценой, то есть тут он режиссер. И как показывает практика, у нас это все очень даже хорошо получилось. И думаю, то есть сложность была в том, то, что раз написали сценарий, он был немножко, ну так скажем, недоработанный, были несостыковки какие-то, и мы Из-за вот этого не смогли, вот так скажем, оправдать, почему вот, какой-то персонаж поступает именно так, потому что когда писали, думали, актерски доработаем на сцене, и произошли такие несостыковки, и из-за этого, то есть начались такие споры, размышления, недоговоренность такая, драться не дрались, но как бы вот мы очень активно, яростно спорили, то есть высказывали свое мнение, а мы любим, и мы поощряем то, что каждый высказывает свое мнение. Мне кажется, сказалось еще то, что там, ну вот задатки, так скажем, период пандемии наступал, и еще то, что у нас же театральная жизнь, так скажем,
национальным театром не заканчивалось. У нас бурные репетиции, то есть, Ну, помимо, то есть вот- выезда, то есть фестивали, то есть выезжали на фестивали, поэтому собираться, вот так скажем, даже в 7 утра не всегда получалось, потому что всех еще есть семьи, надо каждого кому-то семьи, куда-то съездить, то есть дети все появились. десятое, потому что когда вот с Шукшиным работали, тогда еще были ну, почти холостые, так скажем, но без детей, тогда еще можно еще было прям вот полный энтузиазм, прям вот и в 5, и в 6 утра, и мы сидели в квартирах до ночи, репетировали, а тут уже этого всего было поменьше, так скажем, и все это вот. Ну, вот смотрите, значит, вы поняли, что история на сцене, да, в театре не получается. Ну и дело отложили, так скажем, в долгий ящик. Вот, как раз, то как есть раз это Вадим, лежало. Вадим как раз сказал то, что в 2019 году я поступил в киноакадемию, и эта работа встала конкретно. Да, То есть ты уехал. перестали репетировать, 27 лет. я уехал, и уже учась, уже когда уже ближе к пандемии, тогда еще, когда я высказал свою идею, то что вот у нас есть сценарий, вот мы и репетируем, поделился своей идеей с своим другом, подружился, с которой учился на режиссерском. В Москве. Да, в Москве. То есть он также в киноакадемии, но на режиссерском курсе. Дмитрий Могучев. Вот. Он круто, классно, интересно. Ему так тоже так вроде полушутя, такой разговор, было бы прикольно снять полнометражный фильм, да, ха-ха, было бы круто. А потом как-то мы начали серьезно рассуждать на эту тему, стали что-то говорить, что-то прикидывать, так, ну, сцены такие не голливудские особо, то есть локации такие как бы простые, то есть в деревне, там, в квартире, в банке. Машины у нас не взрываются, так что денег много не надо будет. И вроде прикинули, что можно. И я написал ребятам, то, что вот есть такая идея, они мне ответили, ну, прикольно, круто. И мы начали с Димой эту тему как бы разминать, с чего начинать, как это все делать. И вот пришли к тому, что надо сначала отснять тизер. И вот пришли к тизеру. Вот смотрите, написана полная вот постановка, то есть есть целая история, да? Она полностью написана, Пьеса она есть. одноактная получилась у нас. Да. Одноактная пьеса. То есть, смотрите, получается, что вот сейчас режиссером, уже которого нашли, да, вот Дмитрия как раз, он что-то там переделывал, дополнял, или это вот то, что вы сделали, то, что, ну, это вот прямо вами написанное? Это пока так нами написано, потому что пока мы делали работу, только проводили над тизером. Да, чтобы снимать кино, его надо, естественно, переделывать под киносценарий. Вот смотрите, история про тизер, да? То есть это была такая, ну мы же понимаем, что это как бы некий такой рекламный ход, да? И для того, чтобы снять его, я посмотрела, конечно, вы там собирали денежки, для того, чтобы его снять, тоже необходима определенная сумма. Кто вот это вот на сайте, вот это у вас, как называется сайт, на котором... Планета.ру. Планета.ру, да. Кто вот это вот все писал, создавал, очень грамотно, прямо все так сделано, приятно зайти, посмотреть, что даже ты не просто там денежку, да, даешь, можешь там курс вот, актерского мастерства получить еще. Кто вот это все придумал? Это все Дима. То есть это он все делал, Да, взял? потому что у него уже большой опыт в этом. Он снял свой сериал, «Киберпсихолог» называется, на это. Он все снимает на вот эти вот на народные деньги. То есть он запускает краудфандинг, кто сколько сможет, даст, вот дает. То есть Как раз- он набирает деньги не только на короткометражку, не только на тизер, он прямо на фильм, Ну да. прямо Ну да. это возможно. Да, это возможно. И также он, как раз уже после того, как я выпустился из киноакадемии, он пригласил меня опять в свою короткометражку, называется «Долг». Вот я там тоже ездил в Петербург, снимался там у него, и как раз тоже через этот сайт, через Планета.ру, вот на эти народные деньги был снят этот короткий метр. Вот на самом деле, вот вы здесь все сидите актеры, которые почти 10 лет играете здесь в театре, да? И вы всегда на сцене. Никогда, ну вот, если Максим пробует как-то себя там в кино,
вот предложили, что типа, а давайте сделаем, ну вот из нашего, то, что мы, как говорится, вместе напридумывали, да, и реально из этого фильма. Вы верите в то, что у вас, ну вот сейчас, вот прямо в эту секунду, вы верите, что у вас получится полнометражный фильм? У вас есть понимание, что вы прямо это сделаете, ваши дети и мы все придем в кино, не знаю, и будем смотреть то, что сделали наши ребята из нашего национального удмуртского театра? Да, есть полная уверенность, 100% мы это обязательно сделаем. Сядем и будем смотреть. Деньги. Деньги дайте. Тем более, то, что у нас в дипломе Всё, вот написано, видите, то есть- актер театра и кино. Видите, Ну, у правда, нас- в кино мы, с кино маловато занимались, конечно, больше на сцене. Надо кино тоже продвигать. всякие. Но это, конечно, надо. Просто вот понимание, ну, вы сделали, конечно, я считаю, что очень просто огромный шаг. И я скажу еще, что вот у нас пробуется, да, тоже вот, может, вы видели ВКонтакте, где-то выкладывается, что какие-то шажочки Влад Горжак делает вот Кышкып кино, да, и тоже верится, что мы увидим полный метр. Нет, на самом деле до нас тоже удмуртские фильмы снимали, там Да. Узыборы, Пускар, то есть мы, можно сказать, не первые. Ну да, да, в этом смысле согласна. Вот этот жанр, вот почему такая комедия, она такая прямо вот как будто деревенская, такая вот, почему именно этот жанр выбрали? Ну, деревенская, потому что мы все выходцы из деревень. Мне кажется, мы, то есть, не будем врать, когда будем играть своих персонажей. Конечно, будет сложнее бандитов сыграть, скажем. Да. профессионалов. А это ограбление это то, что типа, ну что-то, Это все равно немного художественно экшена добавить. Ну, художественно, как бы, да, но все равно Там правдоподобно. должно не быть. по чесноку, как говорится, Ну да, все но- равно это Все равно, то есть, влиться, так скажем, в образ своих персонажей, показать. Гораздо мы будем проще. Быт показывать, Рома это покажется, то есть, как он берет что, то есть, так скажем, комбайн. Рома вот комбайн, да? У него вообще вот прям... я не То комбайнер. есть, спорить как бы не будем, но вот все равно есть такие моменты, где человек, который профессионал вот в этой сфере, так скажем, который, если деревенский человек посмотрит вот это вот, скажет, он скажет, о, не, ребят, не, точно не деревенские ребята. То есть про нас, я уверен, на 1000% так не скажут, потому что мы выбрали эту тему, потому что мы люди Близкие. деревенские, да, мы близко, то есть мы родились, выросли в деревне, поэтому мы очень хорошо знаем, что такое деревня. Ну, да, вот из тизера даже какие-то вот приколы. Смотришь, я там кому-то, конечно, там, я очень-очень много раз посмотрела. Ну, 20 точно. Ваш тизер. Ну я же должна с чем-то идти. Про вас информация, что называется, попробуй откопай. Вот. И поэтому вот кому-то там показывая друзьям, да, там родственникам, кто вот смотрите, смотрите, они такие, о, прикольно. И знаете все, что говорят? Что это типа а-ля, ну, типа, реальные пацаны, какая-то вот история, ну, что она очень простая. Я бы посмотрел. Я бы посмотрел, и даже что, типа, это не про полный метр, а сериал, который каждый раз новые приколы хочется смотреть, пересматривать и возвращаться. Возможно. Ну, Хорошая идея. в процессе съемок, да, Про это я уже думал. Павел и Общался Дима с ним. говорили то, что из этого может вылиться сериал, но пока все упирается опять в деньги. Деньги! Потому что наш сценарий располагает к тому, то, что там продолжение. Ну вот, это Там и как бы... продолжение, там и можно как бы копнуть поглубже. Почему вот Да, у почему этого взять вот линию комбайнера, например, взять линию профессиональных бандитов, там их расширить можно, но И опять же... похохмить над каждым. Ну да. Еще надо и любовную Да, историю нужно и придумать. любовь, Всем да. Любовь нужна. А любви нет вообще. А у нас пока любви нет вообще. Нет, у вас там есть девушка, которая Это снимается? в тизере, пока в самой пьесе Её не было. этой Нет. роли не было. Мне кажется, после просмотра фильма у зрителей будет больше вопросов, нежели ответов. И это очень хорошо. Ну вот смотрите, вот, не знаю, комедия, да? Вот ты посмотрел, ты пришел на полный метр на комедию, ну ты хорошо провел время, ты как бы вот
ну, это как будто надолго не остается, ну, не знаю, может, это мое впечатление только, но когда говоришь про сериал, вот такой сериал, когда я посмотрела тизер, я поняла, что я хочу смотреть его, приходить, там, например, вечером после работы, зайти в YouTube, хоп, там, первую серию, вторую, еще, я хочу каждый вечер смотреть и наслаждаться вот этой вот, ну, посмеяться, получить удовольствие вот от этих, вот от этого героя. Я прям смотрю и понимаю, что Рома вписался. Вообще просто классно. Да он всюду вписывается. Это нормально. Это уже неплохо. Вот смотрите, денежки собрали на тизер. Как быстро? Что там вы набрали? 81 тысячу, да. по-моему. 77 тысяч. А я заходила сегодня, куда дели 4? 81. Максим, Да? Ага. Да. Еще дальше продолжается Там, сбор. может, еще дальше надо зайти посмотреть. Нет, там написано закрыто, по-моему, вот январем 22 и закрыто 21. Там вот вся суть в том, что вот этот сайт Planeta.ru, они же тоже не просто так себе, то есть они некий процент оставляют себе. Вот и поэтому, Так что так всё, что оттуда Нечего спрашивать. То есть, вот смотрите, сейчас есть, вот тизер есть, везде писали о том, что хотите начинать снимать полный метр уже летом. Что с этим? Но видите, Сейчас вот день. видите, что творится в мире? Но мы предполагали, что будет летом. А когда все это началось, можно говорить? Можно. Когда началась вся эта спецоперация, мы подумали, что у людей сейчас нет денег, сейчас все, наоборот, И не до развлечений, не до да? развлечений и... Простите. Развлекайся. Невозможно говорить. Нет, нормально. Может, это вот жена звонит, мне кажется, что... Что не надо говорить такие вещи. ты кольцо не снял? Ты не снял Ты кольцо там свое? и кольцо. Ну вот то, что у людей сейчас не до этого, не все пытаются, наоборот, спасти свои деньги, а не куда-то внести или поделиться с кем-то. И поэтому мы так подумали, что, наверное, не соберем. А вот потом Вадим сказал, что у него там нашлись друзья, которые говорят, давай, что это вы там встали? Ну как-то... На самом деле, если бы мы вот сами собирали из своих денег, надо сказать, сколько полный метр стоит в среднем. Ну вот, да, на какую сумму вы рассчитываете? Сколько это, вот, сколько будет стоить На- ваш В идеале было бы 5 миллионов. Это Ну, прям- не в идеале, так скажем. То есть разумно, так скажем. Чтобы Сумма, всем, то есть, да, чтобы все было хорошо, четко, гладко, слаженно. Да. Это не предел, А так скажем. готовы снять за... За сколько? Но мы готовы снять за столько, за сколько соберем. Придется так. Да, да. решили так, потому что То есть Да, или мы энтузиазме. будем, или мы будем на коленке все это делать, или так как профессионалы. То есть здесь в зависимости будем исходить от суммы. Ну да, понятно то, что артисты-то больше... Особо-то ничего не получат, больше надо будет платить там за декорации, за локации, За передвижение, за билеты, за проживание, за чтобы вызвать ребят из Питера, из Москвы, потому что... Операторов. Да, оператор, звук, свет, их всех надо вызвать. Они приедут со своей техникой или отсюда будут технику арендовать. А это все деньги. Допустим, арендовать Конечно. банк, я даже не знаю, сколько это будет стоить Да. арендовать банк. Есть же локация такая в банке. Да. А с историей про то, что нашли деньги, это вот, что вот есть знакомые, это откуда? Ну, история про деньги, да, то, что, так скажем, появился, ну и как бы давно знаком с Артемом Медведевым. Да, То есть я знаю то, что он очень много внимания уделяет Удмуртии, именно для удмуртских проектов и в плане финансовом. И, то есть он предложил свою помощь, так скажем. Мы, возможно, уже немножко насыто упустили было то, что, вот Максим сказал, то, что есть ситуации в мире, то, что, наверное, сложно будет, то есть найти деньги, то есть для съемок. Он предложил свою помощь и в плане организации, то есть поиска локаций, поиска волонтеров, то есть некую вот движуху, толчок дал. И в плане финансов, то, что он сказал, если
сможет помочь, он сказал, я смогу помочь, то он готов дать энную сумму к вашему собранному, так скажем, фонду. Ну, я думаю, что он действительно, ну так, по моему представлению, я думаю, что он вам поможет. Но здесь вот вопрос, вот то есть у вас уже сейчас к лету, да, должно быть представление, где вы снимаете, как это будет, где какая там, я не знаю, то есть у вас уже есть это какие-то наметки, вы уже накидали, вы знаете, где какие сцены будут проиграны? В принципе, у меня в голове уже есть наметки. Алексей у нас занимается переделкой пьесы в киносценарий. Я сейчас делаю афишу для сбора денег, так скажем, ну то есть для запуска краудфандинга, то есть чтобы по соцсетям запускать некий тоже сбор денег, донат. Парни занимаются мысленно, то есть все равно, то есть у нас в голове есть локации, то есть в деревнях, где мы побывали, то есть у Ромы вот есть комбайн, но до Ромы ехать далеко, поэтому Ну, насколько далеко? Ну, в Грахово ехать. Грахове 185 Ну, да, то есть, поэтому есть, думаем, локации. Поэтому Говорю то, что перевести думаем, комбайн потому что сюда. не хочу говорить конкретно, куда мы поедем, потому что я уже общался с людьми, они готовы помочь. То есть колхозы, где есть комбайны, допустим, и уверен на 100%, то, что не будет проблемой, там, так скажем, арендовать некий стоящий комбайн, чтобы там внутри провести съемки. Ну, больше проблем будет в городских локациях. Да, то есть, мне кажется, вот с деревенскими, вот там, комбайном, то есть все вот это, их проблем не будет. Вот пока не решен вопрос вот, банка, то есть что мы будем Какой грабить? банк будет с нами сотрудничать? Какой банк мы Нет, будем мы грабить? сейчас можем на самом деле, да, смело сказать, что банки, мы готовы с вами сотрудничать и работать. Пожалуйста, как рекламный ход и так далее. Вот тут у меня вопрос, что касается рекламы. Мне кажется, вас мало. Вот уже когда тизер вышел? Да, тизер Когда вышел вышел? Я в увидела у январе. вас у всех январе. на странице, он вышел в январе. Все. Где еще вышел? На нашей «Моя Удмуртия» кусочек показали в новостях. Вот ваше все. Ну, Всё потому что, скисли, ну, там получается, на да? Даур ТВ его включали. На Даур, да, видела у Богдана. Потом А почему нельзя? Мне кажется, у в нас Инстаграме, вот представляете, мы завели Инстаграм. Инстаграм Начали именно вот по фильму да. начали его раскручивать, а потом Инстаграм Пожалуйста, закрыт. будьте любезны. Инстаграм закрылся. А вот решили именно вот в Инстаграм, а не ВКонтакте. А знаете почему так? Потому что путь не должен быть, знаете, вот таким красивым. Захотели. Да, Мы захотели. ищем папе. легких путей. Это все правильно. Поэтому Вот мне хочется поэтому вопрос, почему у нас есть множество друзей, кого вот, я просто по себе знаю, ну попросить там, не знаю, пропостить там, не знаю, продублировать где-то, да, легко. Вот если бы вы мне написали, конечно, я там не блогер там супер, который, но я бы Теперь вот... будем знать. да. Вот как мы уже сказали, то, что в киноиндустрии, ну вот новички, так скажем, чайнички. Конечно, Поэтому конечно. и в плане вот соцсетей, блогерства, мы тоже немножко, так скажем, только-только вот начинаем нащупывать все это дело. И только, возможно, сейчас, вот ты спрашиваешь, почему? И мы думаем сами тоже, почему? А почему? Почему вот до сих пор ничего не сделали, то есть постов не писали? Ну, вот лично мне очень сложно писать посты, все это вот выкладывать. Нет, вы делаете тексты, пишете просто одного человека, например, Ну, Данил, вот одного который человека мы нашли. ответственный за Нашли это одного дело. человека, девушку. А, Она У начинала вас- с Инстаграм и все. и опять забеременела. Думали, что нет. Опять снова. Сколько можно? У вас одна история всегда. В общем, понятно. Теперь вы будете постить, там, не знаю, как-то рекламировать себя. И я уверена, что вас поддержит просто огромное количество людей. Но еще у меня теперь вопрос. Текст, который вы написали, это постановка театральная, переделываете, значит, Леша переделывает это в кино. Ну, также все вместе, мне кажется, будем переделывать, потому что надо будет, допустим, любовную линию, там еще Вот другие ему персонажи. однозначно не хватает любовной линии. Ну, потому что, ну,
людям-то надо же все равно. Всё же, не Что только- мужики в кадре, что одни мужики? Я согласна. Надо девушек. Девушек Любовь. надо. Ну, там, кино стоит на трех так, да, деньги, там, любовь, и еще что-то там забыл. В общем, ну, это надо все связать. А вот что говорит режиссер, вот Дмитрий, который из Москвы, вот вы его нашли? Нет, он из Петербурга. А он Нет, из так-то он Петербурга? из... Да, он не очень Так-то любит, он из когда- Карелии. Да, он так-то из Карелии. Дмитрий из Карелии. Да, из Петрозаводска. Вот что говорит он по тому, как написан сценарий? По-мастерски или вы же делаете это, ну, киношный еще не доделан, да, я понимаю? Да. Ну, вообще сценарий, как он отнесся? Желаю, Молодцы что интересный, ребята. и история интересная. История интересная, вкусная, ее можно сделать. Это Просто он хорошо. говорил, что то, что надо добавлять, ну, уже по ходу съемок, наверное, фишки какие-то, ну, что-то так, приколы. Ну, потому что, да, Как раз вот родилась вот эта фишка с пакетом, это как бы он предложил, то, что вот когда маленький пакетик превращается в огромный, потому что люди не знают то, что когда говорят там 5 миллионов или 10 миллионов, они представляют огромные кучу денег, а на самом деле это вот такая пачечка. Вот, поэтому они как бы деревенские люди не знают, что пришли в банк, сейчас будут грабить деньги, там много, это вообще много прикол. денег награбят, ага, сумку взял, огромная сумка. и такие вот фишки, их не придумаешь. То есть Они не рождаются? напишешь, Они рождаются. В принципе, по мы ходу. таких и не знаем, потому что, ну, Да. сцена чуть другое, а операторская, ну, по-другому Вот. это все работает. Потому что и на спектаклях также бывает, то есть, допустим, написано одно, а играешь совершенно другое. И поэтому у нас есть сценарий, располагает немножко такой, так скажем, ну, скажем, некий скелет. Написано, то есть, а по ходу мы уже вот даже во время вот, репетиции спектакля мы уже добавляли свое от себя, вот дописывали. То есть, я так понимаю, то есть финальный, прям так скажем, финального сценария, киносценария у нас не будет. Ну, будет костяк какой-то, Да, по да, которому Ну, а вы так, чтобы двигаете. проверить нашу пьесу, мы его отправляли на конкурс. Номинация «Лучшее драматическое произведение», написанное на удмуртском языке. Вот. В 2018 году мы как бы выиграли его. Мы поняли, что в принципе мы движемся туда. Это в правильно. республике у нас был Да, такой в конкурс? республике, там, агентство печати Удмуртской республики и редакция журнала «Кинеш», по-моему, это организовывали. это. Ежегодно они сейчас это делают. Вот. Мы поняли, что вроде получается. Ну, правда, какой-то один критик там написал, а играть-то нечего. Но мы думали, Вот сами, в фильме- сами В сыграем. фильме покажем то, что играть это можно. Да, даже очень. Ну, Главное начать. главное начать, и мне кажется, вот это вот про вас, что всякие фишки, какие-то приколы родятся во время репетиций, во время съемок. Я за удмуртский язык, я за то, чтобы люди приходили и слушали на удмуртском, но у меня вопрос, полный метр, вы хотите его делать и снимать на удмуртском? Да, ну, может, Да. А я объясню вот сейчас. Полный метр на удмуртском языке, но вообще, почему комедия, вот начали как-то разговор, почему комедию выбрали, и почему на удмуртском. Так скажем, вот с 2014 года, то есть такая тенденция некая возникла у нас, мои подтихтования, там в Москве, то есть то все десятое. Мне кажется, наша фишка в том, то, что мы играем комедию, где минимум текста. То есть, и думаю, в этом фильме тоже постараемся, попробуем максимально все, то есть сделать понятным для русского, для всех людей, которые вот не знают удмуртского, про что этот фильм. Чтобы человек, который смотрит этот фильм, он не смотрел на титры постоянно, то есть что он сказал, что он сказал. Потому что, мне кажется, должно быть понятно и без знания языка. Ну, Ну и теперь почему комедия? Потому что мы хотим, пытаемся сказать о серьезных вещах легко, смешно. Поэтому, чтобы это было легко. ну это понятно, вот это вот все понятно. Мне просто, если это реально полный метр, если это в кинотеатре в любом городе России, где не говорят на удмуртском, ну вот я про это. Ну, то есть, а это уже следующий этап. Это Следующий либо этап надо нашего, снимать либо- сразу и на дубляж? удмуртском, и на русском, либо Да. дубляж делать. Да. Но, скорее всего, дубляж это еще
Я не знаю, история я не знаю, как это следующая. технически, но я просто, ну, полный метр. И если, например, не знаю, титры, может, на удмуртском, наоборот, должны быть. Ну, для полного метра у нас не такая большая, конечно, республика. У нас, я не представляю, в общем, полный метр, что он просто будет на удмуртском. Тогда он только для нас? Если Пусть даже будет пока мало для нас. текста. Почему? Вот Для финно-угорских народов. Да. Снимали Финляндия, фильм, Венгрия. снимали фильм «Узыборы». Сколько Да. просмотров на YouTube? Сколько миллионов? Но это вроде бы и не из Удмуртии смотрели, больше Ну, всего... возможно, но смотрели. Да, Да, Я смотрели. к да. тому, то, что он на Два- удмуртском 25 языке. миллионов вроде бы. Почему? Пусть будет это все для... В Потому первую что- очередь для удмуртов. Потому что наша основная задача, это мы даже не обсуждаем, что на русском можно То сыграть. есть такой... Нет, Нет, на удмуртском. То есть на удмуртском основная задача, первый этап, это сделать полный метр на удмуртском, а потом, вот если будет поддержка и со стороны, допустим, ребят, давайте сделайте еще на русском, как-то так, мы только за. Ну Если все, можно про все сказать. Это... Всё, Вы теперь вы мне что, только на понятно. удмуртском, что ли? Да. А, ну тогда сразу. Тогда смысла нет. Дайте денег, сыграем на русском. все. Вот теперь у меня нет вопросов, я согласна. Если вы говорите про то, что мы сначала радеем за себя, Да, нужно и если сохранить они удмуртский скажут, язык, да, там, да, культуру, если они такое. потом скажут, что типа классно, картина нам нравится, давайте делаем ее без проблем на русском, но это как бы, да, это немножко другая история. Ну, я другой уровень тоже. уже будет, не знаю, дорастем до того. Ну, дорастем. Скажите, предполагаются ли какие-нибудь фишки? Вот мне кажется всегда, что когда мы делаем, ну, неважно где, какого-нибудь, не знаю, какую-то знаменитость, то есть пускаем в кино, маленький кусочек, фраза, какая-то фишковая, но это очень известный человек. Да, Планируется такое? обязательно такие фишки, но рассказывать про это не будем, обязательно будут узнаваемые. Мы пока еще не придумали. Не-не, мы сделали же. Узнаваемые Там фишки. Есть, было. Ну, скажите кусочек хотя бы, что-нибудь, намек, это наши кто-то там? Это или наши удмуртские. Наши удмуртские, Да, наши. которые знают все Все Россия, знают. буранские бабушки. Нет. Так, то Мало есть ли, много будут фишки, и будут они прямо с такими известными личностями, которые знают не только в республике, но и во всей России Да. и в мире. Да. В мире, да, знают. Ну, Ну кто? Ну, про дороги, когда рассказывают про дороги. А, да, ну, Сидит Дональд Трамп. ого, Когда мы писали сценарий, тогда еще был Дональд Трамп у президента. Перепишем. Перепишем, да. Ну что у нас там были подвязаны некоторые шутки, фишки. Да. Политические темы. понятно. Скажите мне о ваших планах. Вот вы вот так сидите просто, ребята, которые все вместе учились на одном курсе в театральном, да? Одногруппники все, выпуск 13-го года, верно? все верно. И как-то так очень кажется просто, как-то не бьете себя в грудь о том, что да мы снимаем, как будто очень как-то тихо. Хочется, чтобы заявили о себе Бейте у прямо, да. Да Ну, это я, понимаете, Да вы что ж не это, я понимаю, конечно, я преувеличила, но как будто этому нет какой-то большей огласки, что ли, что вот так не кажется? Возможно, да. Ну, раз ты говоришь, что про нас не слышно. Мы-то думаем, ого-го, мы Ого. заявили там до планеты Марса, думаем, про Потому что нас все услышат. наши знакомые Все знают. Все знают. Ну да. Мои знакомые знают. Вот, скорее всего, мы, да, то есть зациклились, так скажем, на своих знакомых, а знакомые наших знакомых уже про нас не знают. Вот мы поняли сейчас и думаем, вот начнем над этим работать. знакомиться со всеми, да. Так, для того, чтобы о вас узнали и чтобы история, кроме того, что вот Артем вам может помочь, где пробуете себя и планируете ли ехать куда-то на фестивале с тизером? Есть готовый тизер. Надо показывать его всему миру. Куда ехать? Покажите. То есть нет планов, куда Мы не ехать? знаем, куда. Мы... Раз я сказал то, что вот мы вот новички в этом деле, мы не знали то, что вот с тизером можно куда-то вот заявить. Нет, мы это знали, но как бы конкретно, Ну да, что- конкретно конкретно туда можно, конкретно туда как бы этого пока нету представления.
Сейчас нам надо просто этим заниматься, надо делать. Ну, прям... Но так как сейчас вот происходит то, что сейчас происходит в мире, не знаем, что сработает. Ну, на самом деле, мне кажется, кино и развлечения, что бы ни было, это всегда, наоборот, даже какой-то, не знаю, отвлекает, что ли, людей. Тем более такой жанр. На самом деле, что касается «не знаю куда», зашел в интернет, забил, да, и есть огромное количество... Люди напишут сценарий, ничего нет, на коленках написали сценарий, и говорят, хочу снимать, у них... Они даже о тизере мечтать еще не мечтают, у них его нет, и они уже едут на фестивали, во все двери стучат. А у вас уже есть, сколько там минут? 7. Полный тизер, 7. А у вас есть уже... Вообще просто с этим надо ехать на фестиваль, показывать, говорить. И я уверена, что кому-то это обязательно понравится. Понятно, что нужно где-то там постараться, поискать и попробовать. Но я думаю, что вообще просто без проблем у вас с этим все получится. Ну, вы все уже мужчины, взрослые, женатые, что говорят дома? Как реагируют на то, что ты и так в театре пропадаешь, наверное, целыми днями там репетируешь, и еще придумали снимать фильм? Или нет такого? У меня нет такого. Жены понимают, тем более, что моя жена тоже актриса. Она здесь работает. Вот она, вот извини меня. А самые... Я-то думаю... Вместо супруги взяли Алексея. Да, сказали, вот ты работай теперь вместо нее. Короче, так у вас, да? То есть нормально все привыкли, что вы творческие. Ну, мы, раз уж творческие, мы уже здесь работаем, общаемся про работу, а дома уже как бы стараемся уже о работе не разговаривать, там не спорить. Там уже другие проблемы Не всегда получается, но... Да, ну... Я же говорю, А у меня родные, то, что собирали ведь краудфандинг, вот, деньги, они подумали, что это для фильма, и все уже ждут. А фильм, когда у вас уже, вроде деньги уже Вы собрали, же дали деньги вам, вы чего? а фильма нет, Где деньги? Обманутый. а это ведь... Отдай деньги. Отдай мои 100 рублей. Слушайте, а у вас же там сбор был, ну вот там какие-то актерские можно было получить, ну, какое-то обучение, да? Это реально у вас? Да. Ну, то Препод- есть такие... Или это записанное Пакет. просто онлайн? Нет, то есть мы планировали то, что в случае, если кто-то купит некий пакет, то мы онлайн проведем мастер-класс. То есть по фехтованию, по мастер-классу, Движению, по речи. движению, по речи, по актерскому мастерству. То есть мы все это, да, готовы делать. То есть у вас просто эти пакеты не были куплены по актерскому мастерству? И там Я не помню, по-моему, нет. все просто так пожертвовали? Ну, да. Я знаю, что творческие ребята в театре, ну вот загрузка большая, а сейчас были праздники, вы везде выступали. Нет ли идеи просто вот, ну, создать какую-то, опять же, на какой-нибудь фестиваль съездить, выиграть какой-нибудь, не знаю, обучать ребят, там, театральному искусству, школьников, там, набирать какую-то небольшую труппу, или как это называется, где бы вы обучались. Ну У нас да. уже есть. У вас есть Ну, такая? ребята, В прошлом году. в принципе, да. Через это прошли. Да, в прошлом Это году. вот Никитин Константин, который, он, по-моему, ездил на Тавриду и там Да. выиграл. Он как раз... Вот он как раз этим и занимается. Он один этим занимается. Вы как бы к этому не причастны. Нет. Мы с ним... У меня нет желания. Нет желания обучать? Ну, этому уже надо как бы Да. все равно предрасположенность иметь, чтобы... Одно дело ты сам играешь, как бы сам Да. вкладываешь в себя, от себя, как ты делаешь, а чтобы научить Мы уже пробовали, мы уже прошли через это. Потому школьника, что у нас ребенка была этому школа фехтования, то есть вот Ром, Максим, я не тоже навредить бы. преподавали. Поняли то, что Сценическое фехтование. сценическое фехтование, да, была школа. Вот. Тяжело. То есть прошли это как бы, да, это интересно, это круто, но вот пандемия. Плюс совмещение с театром, это очень сложно. Я даже не представляю, что вы делали в пандемию. Это же вообще вы без работы. Хороший период Кто что делал? творческого обогащения, душевного роста.
То, чего так не хватает сейчас. Не пандемии имею в виду, а вот такого периода. Отдыха, Когда да? вот можно, да, Выдохнуть. съездить в деревню, проникнуться в быт, вспомнить, как все это было. Ну, я предлагаю, чтобы сейчас посмотреть ваши локации, так как фильм снимался у вас здесь прямо в театре. Если вот просто человек, который не связан, и он бы никогда, мне кажется, не подумал, что это локации театра. Вы, конечно, вообще молодцы, там спецэффекты. Мне вот этот спецэффект, почему, когда вот там начинается драка, вот эта вспышка, это что за такой прикол? В тизере. Ну, типа удар и такая вот эффект. Это вот Да, да, Это это вот, Дима там нарисовал. ну, это вот, конечно, мне кажется, перебор. Да. Нет, это Это- в стиле, это в стиле, это же в стиле. Это, Мне кажется тоже, что это не надо. это уже об этом другой разговор. Нет, ну на самом деле, ты такой смотришь, да, классно, вот, ну, как бы ты понимаешь этих героев, потому что ты там, ну, знаешь, вот, представляешь себе там мужчину, не знаю, из деревни, парни, вот это, ты все это представляешь, прикол с пакетом тоже, потому что в наших магнитах или там где-то продаются вот эти маленькие сумочки, ее раскладываешь, она огромная. Это тоже прикол, ну вот прям заходит. И вот это, когда наступает вспышка, удар, и там такая, вот это вот. Это некий творческий креатив, режиссерский креатив, так скажем. Потому что каждый тизер, он предполагался в своем жанре. Ну да, да, но тем не менее, мне кажется, ни за Это что. уже дело вкуса. Ладно, ладно. Мне Ладно. кажется, надо убрать. Один из вариантов. Ну да, Может, Давай, кому-то зашло, давай, может, давай, кому-то. давай. предложили. Пусть будет мой кусочек. Пусть будет это мой кусочек. И типа все убрали. Ну давайте смотреть локации, Всё, давайте. посмотрим, что у вас там есть красивого. У нас тут все красиво. О, господи, мои ноги. Вот это вот. Старость не радость. Так получилось, что кто-то играет бандитов, кто-то тоже Так. хотел, может быть, сыграть бандита. Но вот получилось так, как получилось. Так, у Потому бандита. что душа лежит все равно, то есть Бандитизм. Максим, он в душе. Да, бандит. Бандит. Дали ему эту роль. С Ваней. Да. Всё равно- Когда они вот вместе, все, там начинается... Все еще там было подвязано, мы там фехтованием активно занимались как раз. И вот еще оттуда вылилось, потому что мы с Иваном постоянно в паре фехтовали. И когда, если в каком-то номере, мы тоже с ним постоянно в паре. И здесь тоже с ним в паре. Ну вы прямо ты такой, И да. прямо такой. Согласен тем, то, что мы вот не наигрались во что-то, так скажем. Вот войнушки те же самые, вот хочется всего этого. Ну, на фестивале мы тоже каждый год ездили. Вот, по фестивалю, то, что вот Серебряная шпага, вот. выиграли. Мы выигрывали 3 там. номинации. Приз зрительских симпатий, приз от Игоря Кристова В Москве кто-то. и приз от лондонской киноакадемии. Британская академия сценического боя и искусства. Вот, и мы в прямом эфире разыграли этот приз. Там нам нужно было выбрать только одного человека, то есть один человек от команды может только поехать. И мы в прямом эфире тянули бумажки, кто поедет. И Вадим поехал. На недельный воркшоп в Лондон. Класс. Да, съездил, то есть кино вот это вот. Да, международный фестиваль Международный. «Серебряная шпага» проходит в Москве ежегодно, то есть Фестиваль актеры, сценического фехтования. да, актеры театра, Из именно Англии, театра. из Франции, из Италии туда часто Из ездят. Казахстана, Из из Казахстана, Монголии. Монголии были. Вот, да. До пандемии мы ежегодно ездили. То есть нас уже узнавали, потому что у нас был свой О, стиль. удмурты. Да, то есть Сразу. мы принципиально говорили, играли на удмуртском, то есть на Но все сцене понимали. московских театров, так скажем, но включали фишки, то есть у нас были фишки, и это были обязательно комедийные номера, и фишка, то есть вставляли какие-то русские слова, то есть чик, чтобы понятно было. Мгм. Да прикольно, вообще классно. Это, ну я не знаю. Это Я вот есть в смотрю, свободном доступе в интернете. Наши Надо? номера есть в Ютубе. надо посмотреть. Я говорю про вас роешь, еще ничего не нароешь. Короче, получается, что каждый был такой, ну, проиграл своего героя, каждому его герой подходит. Должен. Полицейский. Полицейский, да. На сцене у меня было 2 роли сразу. Я еще играл сотрудника банка.
То есть как бы, которая как бы его грабили, а потом он приходил полицейским и такой, так, кого-то ограбили. Быстрое переодевание, и я как бы 2 роли сразу почти. А это В одну минуту. полицейского, ну как бы типа, как выбрали, почему он полицейский? Да, он в спектакле как раз играл Джигайзо. Да. А, у него костюм был. Костюм есть. Костюм просто подошел и... Есть уже, все, думаю. А почему бы и нет, Полицейский. вот и всё. Да, почему бы нет? Данил, кого ты играл? Пастух. Который любит поспать. Да, он... Все его. Это Как и да. в жизни. То есть там вот в гримерке диванчик есть, это Да. его, да, место? Это его. Мне Понятно. частенько вот, нет, он во второй гримерке, у него частенько занимают диван, и он приходит к нам. То есть, когда прихожу, думаю отдохнуть, смотрю, там Данил уже спит. Репетирует. Репетирует, да. Кролик. Ну, короче, у вас все понятно. И я смотрю и понимаю, что классно, что вы такие профессионалы своего дела, что у вас это вот горит, что вам хочется. Знаете, не хватает чего? Ну вот у вас есть такие ребята, которые что-то там пробивают, делают. Коммуникации. Да, и когда вы говорите, вот, например, что вот есть агент, да, у актера, вот который решает все эти вопросы, который знает, что, зачем, как, с кем договориться. Таких людей не хватает. Ну, у вас есть такие люди. Ну да, вот И это как вообще раз. очень-очень важно, что вот сейчас, наверное, тот путь, ну, как раз то время, когда вот это вот нужно делать. И еще покоммуницировать, что называется, Ну вот найти. про того самого же нашего друга Мгм. Артема, он изъявил желание быть продюсером и всячески, вот как уже сказал, то, что помогать и в плане вот коммуникаций, организаций, то есть даже находясь там, он будет помогать. И уже сейчас вот даже буквально вот за недели 2 он столько пишет мне ВКонтакте, то есть столько предлагает вариантов, как сделать, кому обратиться, столько людей. Я вот за майские выходные, я не отдохнул за майские выходные, потому что я с ним переписывался, он скидывал мне постоянно людей, которые варятся вот в этом, которые занимаются грантами, которые вот в киноиндустрии, так скажем, я с ним вот переписывался, то есть спрашивал, я ему отправлял сценарий наш, он почитал, уже своим друзьям, там, американцам уже тоже дал почитать, ознакомиться, чтобы те тоже вот как-то смогли нам помочь. И они уже советы, то есть как можно все это сделать. И самое важное для нас, он и сам говорит то, что я в творчество лезть не буду, а что вне творчества, вот в этом я вам буду помогать. Вообще Поэтому класс. прям вот Артем, мы благодарны. знаем, что ты смотришь нас всегда, поэтому большой привет тебе. Ну, показывайте, где вы тут, что называется, снимали, где стена непонятная, это вы тут что-то добавляли. Тут драка была? Вот здесь была стена, тут дверь, значит, открывается дверь. А там же такая же, как бы Вот. деревянная дверь. Да-да, деревянная дверь, и вот здесь висела цепь, Иван берет цепь, а вот там как раз стоят ребята и вытаскивают из мешка деньги. Так, И вот, и, собственно, ну вот здесь вот была а драка. здесь, а как это вот здесь у все вас эти просто... декорации, которые были, они доставались из кармана, так скажем, и они буквально вот так, то есть их поставили, двое держат, остальные снимают. А, то есть так, То есть чтобы не мы- попасть в Если, кадр. если что, мы там что-то держали, если мы не заняты, например, снимают ребят, мы там что-то держим, пилим, подколачиваем. Там на чтобы- самом деле очень мы- большая работа со светом. Да. Получилось очень классно. Кто-то там сзади дым. Кстати, вот тут- Вот у нас девушка Да-да. с дымом. Тут вот идет вот эта труба, ей говорили, она там нажимала, да. То есть, когда Короче, одна Максим, девушка да, была. вырывал трубу, Оля. и, то есть горячий пар. когда Оля там включала- жарко, то есть вот был обычный дым. Кто ты придумывал-то отвечала за вот дым. это вот все? Вы сами тут вот... Вот это вот все рождалось по ходу, А, потому что мы вообще думали... А, кстати, будем- вон она, вон дверь. Да, кстати. вот, это она, Да, то да. самое. А самые двери. Вещдок. Вещдок? Спектакля. Да, из спектакля «Старый Мултан» дверь. Серьезно, что ли? Да.
Идущий спектакль. А, здесь она Следующего зеленая. спектакля. Нет, он вообще-то вроде бы говорили как из сказки какой-то. Ну, возможно, да, но сейчас ведь. А там ведь смотрится, я еще думала, как они интересно это сделали. Там же как будто, я думаю, где у них в театре такая позорная, ужасная, старая деревянная дверь. А у вас, короче, все это вот один Да. держал, То другой. есть буквально вот к стене мы ее прикрутили, буквально на 3 саморезика вот так чуть-чуть прикрутили, она, главное, открывалась. Когда она открывалась, она обратно закрывалась. Я держал снизу. Да, закрывалась. Что там, Данил? Ну, там такой Что дел- там, где ключи? О, Господи. Вот вам и весело. У нас тут квест можно сделать. Лабиринт. Фауна. Да, давайте показывайте, Всё, где мы вы находимся снимали. под И сценой. делаем вид. Да, под сценой. Да, здесь у нас вот круг, механизм. Нет, вы вот здесь снимали? Здесь снимали сцену. Вот это вот, тысячу сцена с железяк. Получается, вот здесь А. люк здесь открыли, там свет. Мы с Данилом здесь были. И на вас типа такой... И вот здесь Данила разворачивал свой пакет. И потом пошли А ты- грабить. А Вадимге сумка баштем эту воровал? Почти. А эта фишка-то с пакетом кто сами придумал? Дима? Это Дима, это я придумал. Понятно. Гэг, да. И тоже сцена с охранником тоже здесь. То есть, когда вот Слава идет, Осипов. вот это тоже здесь. Ну тут прям вот это так выглядит. Опасненько. Не, тут все. Все надежно. А, тут все надежно, да? Ну вот такой обычный свет, а в тизере ведь какой свет хороший. Ну там много. Красный, Это всё прям Павел. дым, да, вот. Это всё оператор. Это оператор. Да. Прям тут классный делал. А оператор, он работает вот с Дмитрием, да? Да. Сотрудничают. Павел Смирнов. В том числе деньги на тизер, которые собраны, были, это как бы и оператору, да? Ну, то есть оператору для их приезда. Для их приезда, для проживания. Питания, то есть аренда оборудования, то есть вот это все туда. Мгм. То есть они почти за работу-то и не взяли. Энтузиазм. Где найти энтузиастов? В Национальном театре. Да нет. Не, вот просто согласно за деньги работают. Через агента только. Это последняя уже вставочка у вас такая, типа, молодцы, ребята, да-да, за деньги. Гады. Обращайтесь. Обращайтесь. Ну, у вас тут тепло, уютно, уютненько прямо-таки. Ну, прямо здесь, заканчивая, хочу сказать вам спасибо, что вы нашли время в очередной свой выходной день. Благодарю, что поделились кусочком своего творчества. Я искренне верю, я больше убеждена, что кино будет. И надеюсь, что я его увижу не самое последнее. Ну и приглашайте в театр. С удовольствием приду на какую-нибудь постановку. Спасибо большое, ребят. Вам Спасибо. здорово. Спасибо, что пригласили на съемки, а мы пригласили вас в театр. Спасибо, спасибо. Пошлите греться. Что-то совсем холодно у них.